Наша съемочная группа продолжает работать на международном салоне «Комплексная безопасность». Сегодня мы познакомим вас с самыми передовыми и интересными технологиями, представленными на выставке «Будущее» в сюжете Афанасия Николаева. Робот, разработанный НПО «Андроидная техника», дал старт салону. Пока это только верхняя часть металлического эндоскелета, но уже в следующем году его создатели обещают представить опытный образец, который сможет заменить спасателя на особо опасных заданиях. Причем как автономно, так и в качестве аватара. Система аватар, то есть спасатель, либо какой-то другой специалист, медик, либо взрывотехник может одеть на себя специализированный костюм, с помощью которого он как бы погрузится в тело робота, будет видеть его глазами, работать его руками. А это уже роботы для Министерства обороны. Бронированные гусеничные саперы и пожарные заменят живых коллег на разминировании и тушении пожаров. К примеру, в случае возгорания на складе боеприпасов. Данные машины у нас проходят государственные испытания. В ближайшее время будут приняты. Комплект таких машин уже поставлен на вооруженные силы. А в этой технологии нет ни грамма электроники, ни силовой установки. Но тем не менее, этот пассивный экзоскелет позволяет без особого труда переносить до 80 килограмм. Нагрузка до 50 килограмм. Если делать экзоскелет для переноса пострадавшего, тогда до 80 килограмм грузоподъемности. Он позволяет длительное время нести пострадавшего. И те системы, которые используются сейчас, вот если спасатель несет человека, та подвесная система дает максимально 15 минут нести. Потом нужно пострадавшего снять с тем, чтобы у него восстановилось кровоснабжение. Все экспоненты, вне зависимости от направления разработок, отмечают полезность участия в салоне, как с точки зрения общения с коллегами, так и как средство привлечения клиентов. На этой выставке мы часто можем себе позволить общаться именно с пользователями нашей техники, что позволяет нам улучшать, нарабатывать контакты. Мы считаем, что выставка очень эффективная, потому что здесь съезжаются все региональные центры, которые могут посмотреть на последние разработки, связанные с спасательной тематикой. Конечно, немедленно контракты никто не подписывает, но салон позволяет наладить долговременное сотрудничество. На примере того же зала групп, которая уже несколько лет сотрудничает с якутскими спасателями. Афанасий Николаев, НВК «Саха», Москва.